Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. Башкирский историко-культурный центр Тимясова предлагает вам серию видеорассказов, посвященной Великой Победе, посвященной Великой Отечественной войне. Сегодняшняя рубрика посвящается оружию Победы. Мы будем говорить о легендарной винтовке Мосина. Все сказанные мною слова являются мнением любителя историка, любителя реконструктора, а не словами военного эксперта или военного историка. Итак, в 1898 году комиссия рассматривала два варианта винтовки. Значит, первая была винтовка Нагана, второй вариант винтовка Сергея Ивановича Мосина. Комиссия утвердила вариант русский вариант, то есть винтовки Мосина. Винтовка Мосина вес составляла 4 килограмма 70 граммов, общая длина заряженной со штыком составляла 1,73 сантиметра, то есть мой рост 1,70 м, представьте, вот такой длины была винтовка, данная винтовка. До 1924 года винтовку называли русская трехлинейка, потому что калибр 3 линии, одна линия 2,54 мм, но позже калибр уже стали называть 7,62 мм. Заряжался, имелся вот казенная часть, заряжался вот таким образом, курок отводился назад. В казенной части находился обойма с 5 патронами. И винтовка Мосина много раз была модернизирована. В 1938 году в вооружение поступило новый вариант винтовки, то есть карабин, укороченная ствольная часть. Карабин предназначался для кавалерийских войск. Общая длина составляла 1,10 сантиметров, весом 3,5 килограмма. Естественно, прицельная дальность уменьшилась от 1000 до 1300 метров. То есть данный кавалерийский вариант не имел в комплекте штыка, не имел штыка, только некоторые части, скажем, артиллерийские части, они в своем вооружении имели, в комплекте имелся штык. Штык ставился вот таким предметом, гнездо ставился на шашку, вот так носили штык. Слово карабин от арабского означает карабин, значит оружие. Когда началась Великая Отечественная война, выпускался еще другой улучшенный вариант этой винтовки. Это была снайперская винтовки Мосина. То есть характерная черта для любителей вот именно заключается в изогнутом курке. Вот видите, ручка курка изогнута вниз. Данная винтовка прекращала свое производство в 1945 году. В 1950-х годах легендарная винтовка была снята с вооружения. Я восстановил макет, муляж этой винтовки для своего частного музея и использую вот таких рассказах. Оружие Победа. Вот так наши дедушки, наши родные ветераны, воины приближали победу. Спасибо за внимание.